Я, ребята, в Москве. Такой суеты я еще не видел. Заселяемся в гостиницу. Название не буду говорить. И смотрите, какая здесь мебель. Как будто мы попали в машину времени. И все здесь напоминает 80-е годы. Заселяемся. Так. Заселяемся. Тут у нас туалет, все чисто. Все чисто. Один кровать на 3 человек. Так, одна кровать на 3 человек. Холодильник, телевизор, Никита. Холодильник не работает. Нужно включиться, работает. Стол. Что еще? С времен до перестройки. Даже стаканы, вон, смотрите, гранированные. Или как это? Ваш сейчас стакан, ясно. Ничего, мы попали в каменный век. А, душ. Ну-ка. Странный. Ну да. Но лучше, чем ничего. За такие деньги и такое условие, не скажи. Я в Питере был, там, блин, задрали деньги, а условия никакие. Так что мы попали в рай. Нам 5 звезд не нужно, а это самое то. Место спокойное, тихое. Все нормально, заселяемся, будем обустраиваться. Нам здесь жить 2 ночи, 2 суток. И за 2 суток у нас взяли сколько? 400 сутки, 2200. Здесь будем ночевать 3 человека. Надеюсь, поместимся. Так что в этой гостинице есть столовая. Вот заказал 2 котлеты с пюре. И вот такая еще кетчуп тут, майонез. И все это за копейки, можно считать. Заходили за дорогой там в кафе, пригласили там. Но, конечно, цены там, скажем, 1 котлета 400 рублей. А здесь мы на 400 рублей всей семьей покушаем. И я смотрю, здесь еда вообще домашняя. И музыка еще. Какой цешущер. Або нет. А как же Башся мейкаце. 80-х. Або. Ретро. Ну, как-то. Ретро-музыка. Ну, как-то. Короче, вышли в Москву на прогулку. Куча народу, болельщиков. Сами не знаем, куда идем. Короче, за толпой ходим, бродим пока. Все интересно. А народу сколько? Какую тундру мы попали, непонятно. Вот смотрите, что тут творится. Куча болельщиков. Короче, спросили у местных полицейских, в какое направление мы идем. И мы направляемся на Красную площадь. И как я понял, тут русских вообще нету. Все иностранцы. Никого не понять. Все иностранцы. Все говорят на своем языке. В общем, вот такие дела. Гуляем. Стоим в очереди. Пропускной пункт. Прежде чем войти в Красную площадь.
Дошли, ребята, до избушки Ленина. Ленин тут отдыхает. Фанатов куча, море. Чем дальше идем, тем людей больше и больше становится. Вообще очень много их. Вон впереди там вообще тысячи людей. Фанаты тусуются. Дальше мы собираемся устраиваться в композиции. Духи приехали. Никого не понять. Кто о чем говорит. Все это я видел уже кучу раз в телевизорах. Но что я увидел сейчас воочию, своими глазами, почувствовал этот брусчатку и все остальное, это непередаваемое. Все намного интересно, когда видишь своими глазами. Это не передавать. Кому-то уже все это надоело, но я в Москве, можно сказать, первый раз, и мне все нравится. Кому-то хочется в лес, в тишину, а я в этом шуме, и мне даже интересно, если честно. Зашли в ГУМ, бродим, очень жарко, на улице плюс 37, наверное, градусов. И очень хочется пить. Купили воду обычную, пол-литра, тут 50 рублей бутылка. Здесь немножко прохладнее. Здесь побродим и дальше пойдем. По Красной площади погуляем еще и посмотрим, что дальше. Сколько людей тут находится, я думаю, в городе Сыктывкаре даже меньше. Непочатый край тут. Столько фанатов. Погуляли, возвращаемся уже. Сядем в метро, там спустимся в метро и будем возвращаться уже в свою гостиницу. Много чего увидели. Много всяких интересных людей встречали, разных цветов радуги, кожи там у них.
с разных стран, ну, короче, приехали. Сидят, отдыхают. Вообще русских не слышно. Все иностранцы. Видим свет в туннеле. Вышли с метро, сидим, ждем автобус. В общем, потерялись, не знаем куда ехать, не знаем куда идти. Тут по солнцу никуда не выйдешь. Не тайга. Это не тайга, да. Потерялись. А иду тумана нет? Остается только спросить его у кого-нибудь. Все одинаково. Дома, улицы. В тайге легче и проще. В общем, ищем тропинку. Обратный путь. Переходим дорогу. Ну, конечно, машин здесь очень много. Едут. Да, ну туда. Полная машина. Суетливо тут, ребята. Очень много машин. Ну нафиг, сюда я на машине не заеду. Сожрут меня тут. Este o voci la Newton? Haila. Da. A când ne sport mașină? Este? Давай, там сейчас. Все светло. Ни конца, ни края. Вот это маркетно. Антей допитка для машины. Тут заблудишься. Этот магазин больше нашего села. Это да. Серый квартал. Один. Бралан сейчас. Короче, приехали мы на футбол и сейчас зашли в этот супермаркет. Находимся на втором этаже. Здесь полдня не хватит, чтобы обойти все торговые точки. Для Никиты мы купили мяч, чтобы поиграть в футбол. Ну, может, кого встретим еще из футболистов, если удастся. А сейчас мы гуляем по супермаркету. Зашли в отдел для туристов. Много чего интересного для охотников, рыбаков. Я думаю, здесь можно найти. Ну, цены, конечно, тут такие, какие у нас в Сыктывкаре, в принципе. Газ в светофоре у нас за 55 рублей некоторые берут, а здесь 89. Так что разницы большой не вижу. Ну, спальные мешки там, палатки также, рюкзаки, но это не столь важно для меня. Термоса. Ну, термоса вот этот литровый, я думаю, он чуть-чуть тяжеловатый, но самый удобный из этих, что я вижу, вот, и 1500 это 1 литр, ну вот этот термос.
Светильник. Светильник. Тоже не то. Ага. Ну, тут уже куртки пошли. Куртки. Тоже одежда не так столь важна для меня, чтобы присматриваться. 1500. 1500. Никита ломает что-то уже. Осторожнее там. Вынес я. Вина. И цена какая у него 1500. Ну вообще, на квале. Это безделушка вообще. Я не знаю, кого-то видно, нет? Фигня, короче. И даже не такая легкая. Если наполовину, половина хватило бы. А если на шее, вот скажем, этот вес повесить, это, ну, как будто кажется нелегкая, но за целый день шея устанет. Веревка аж в шею там, ну, пырас, короче, болят. Ну, вот чему на них-то. Ну, что тут дальше? Тут тоже одежда, кроссовки. Ну, и, как и говорил, здесь много интересного. Но из 2 этажей мне больше понравилось вот туристический отдел для туристов. Еще и байдарки, лодки, спальные мешки, очень много их. Шапки, бейсболки. Ну, 500 рублей. 500 рублей за такую фигню, конечно, я бы тоже не отдал. В городе можно у нас в Сыктывкаре подешевле купить. За 300 рублей, за 250. Но это уже вообще материал, как, я не знаю. Тряпка. Так, вот эта штучка. Вот эта штучка 199 рублей. Тоже дороговато. Дороговато все. 199 рублей это в общем дорого. В городе можно подешевле также. 99, но и толщина тоже. Фигня. Фигня. Так, идем дальше. Так, тут. Ну, тут уже не интересно. Лично для меня. Тут женское много чего. Omjačiniki, може там дом тебе. А коли нема чисти надо? А, Пуктин? Да, охранники придирайте, типа, где покупили, тут покупили, а ты проходишь, А, ну. Ти ще чук ти смійка з Пуктини. Та я ми... А, примеречні. А. Донаджик. Шел я из Деляджика в супермаркете, там, конечно, качество хуже этого было. Ну, подешевле также. Ну ладно, некоторые моменты заснял там. Все снять там, блин, гигабайты не хватит. А еще у нас целый день, чтобы что-то заснять, показать. Москвичам, конечно, это не интересно. О, блин, чем глубже, тем интереснее. Это снимаю для наших деревенских некоторые моменты. Ты смотри. Удочки, ребята, пошли. Удочки. Какие-то ручки вообще слабые. Смотри, выбора сколько тут. Рыболовный отдел полный. Да. Лески всякие за 99 рублей.
цены пока меня останавливают, чтобы что-то купить. Потому что в Коме у нас цена на некоторые моменты даже чуть дешевле. Разницы пока не вижу. Ну, это безделушка тоже. Так, поплавки вот. Тоже всякую хуйню продают. Да. Нормально поплавков нету. Бомбочки, которые раньше до 90-х продавали. Сухое и горячее. Ой, чего тут нету. Прикормки. Так. Она 289. Крупные. Ну, ходим на. Тоже удочки за 4 200. Так, вот это тоже нужно. Нужные куртки. Брезент, которые сразу становятся светлыми. Так. Флисовая одежда. Короче, ребята, если что-то нужно, конечно, здесь можно присмотреть. Есть все. Не надо бегать по разным магазинам, искать, чтобы что-то купить. В одном месте в одно, в другом другое. Для туризма в этом магазине все есть. Ладно, там уже спортсмены, для спортсменов, но это уже нам не интересно. Все, выходим из этого отдела. Ребята, рассказать, на какой улице мы сейчас находимся, если честно, я даже не знаю. Просто тупо ходим по Москве, не присматриваемся, ориентируемся по домам, там еще какие-то точки для себя запоминаем, чтобы не потеряться и все. 3-й этаж, ребята. На 3-м этаже это моя стихия. Тут для дачников все. И полностью посмотришь, это все хозяйственное тут. Стройматериалы для огорода, для хозяйства вообще. Рассада, цветы. Короче, все хочется, все. Чего только тут нету. Все обалдеть. 10 рублей заплатил, чтобы сделал это кресло-массаж. Дай малиновый. Стиральная машина, да? Все. Получил удовольствие. Чудо. Так мне не надо. Все, спускаемся на 1-й этаж. Оказывается, там еще наверху какие-то 4-й этаж может есть. Но уж туда не будем подниматься. Там может склады какие. Будем спускаться. Не выдержали. Купили мяч, нашли футбольное поле и Никита стал играть. Короче, в Коме у нас живем и таких полей вообще нету. Деревни гаснут. В Москве, ну, я не знаю сколько, уже 5 штук, наверное, таких искусственные поля видели, встречались. И вот сейчас тоже по пути встретили и решил вам поиграть. Тоже как-то надо, чтобы в деревне хоть одно поле такое администрация районов делала. Давай, играй. Угу. Все равно попал. Вот так.
Я не знаю, сколько стоит такая конструкция по деньгам. Но я думаю, не так дорого, чтобы если каждый год в одном населенном пункте, ну, в год, то есть, в одном из населенных пунктов сделать такие поля для ребят. Футбол — это из года в год, из поколения в поколение игра переходит, и эти поля не на один день. Там, наверное, как-то заливают под это покрытие, и я не знаю, надо делать вообще такие поля ребятам в районе. Да, обметены. Давай, наслаждайся. Дай 11-метровка се чужие. 11-метровка се. Это ща. Виноват Гачлова. Да? Давай, шлепни. Вот ты молодец. Никита рулит. Это уже молоко. Баналь, все, пошли. Да, домой. Пусть наше правительство увидит, какие поля в Москве. И это все возможно. Наш край, богатый край, Коми Республика. А нифига не делают для детей. Вот такие делишки. Короче, вот, это торговый центр, где мы сейчас были. И город, торговый комплекс. И вот вид какой. Только с другой стороны мы заходили. А улицу я не знаю, какая улица. Непонятно где, какие надписи там на здании, тоже не посмотрел сразу. Но кто из Москвы смотрит, сразу поймет. Там огромные трубы еще видны. Там переход через дорогу. Тоже оттуда мы снимали дорогу. Возвращаемся только по другой дороге. Вообще гоняют как могут. 4 полосы или 3 полосы, непонятно. Если первый раз по этой трассе, конечно, трудновато, я думаю, для новичка. Мы в Лукойле заправляемся, а тут в основном частенько на глаза попадается Роснефть. И 90 бензин, 41,90. Ну, у нас, в принципе, наверное, то же самое. Лукойл, Коми. Никита на новом поле. Нашли новое поле. Здесь ребят очень много. Das ist ein Wäschlerchen. Macken. Чё пье? Много ли надо для счастья, для ребят? Такое поле на село. И
все рады. Не будут сидеть за компьютерами. Выйдут, поиграют, аппетит нагоняют и дальше наш Месси. Вот так вот проводим вечер. Как можно дольше. Короче, зашли в KFC, понакупали тут у нас на 500 рублей. И что мы видим? Тут прямые, что сейчас? Бургер. Самое интересное, самое интересное хочу показать. Смотрите, какая коробка. О, как вкусно выглядит все. Посмотрим, что внутри. А тут внутри вот такая две корочки. Это, видимо, что-то тоже вкусное, непонятно что это. Не знаю, что тут положили. Не знаю. Что-то пахнет. Сыр какой-то. Сыром какая-то фигня. И тут картошка. Чай черничный. Черничный чай и зеленый чай. Кодарсена кусян. Это именно зеленый чай больше, чем в принципе. Сейчас. Так. Мини-пирожок. Вообще, мини-пирожок. Так. Шеф-бургер, кученко новый. Чай. Так, чай Липтон, картофель по-деревенски. Маленький. Мини-пирожок. Мини-пирожок. А Никита уже себе набрал свою порцию. Это уже совсем другое. Он знает, что покупать. Ну все, давай будем кушать. Курочка пошла отлично. Сейчас посмотрим. Картошку я еще не пробовал. Но видно, что картошка не вычищена. С кожурой там она. И тут самое главное тоже посмотреть. Тут тоже, я смотрю, курочка, там капуста, помидор и вот этот. Курица. Ну, я и говорю, курица там. Ерунду наложили там. Все, завтра диарея стопудов. Завтра диарея. Два слова еще про напиток. Напиток, если честно, мне понравилось, потому что непонятно, что можно жажду утолить. Даже черникой не пахнет. Хотя тут написано. Так, холодный чай со вкусом. Облепиху, я чернику просил, облепиху Далина. Я думаю, черникой не пахнет. Короче, не осилили мы всю порцию, тут осталось еще не тронутое. Вот это пирожок, как же он называется? Бургер, ё-моё. Картошка, все полное еще. И тут еще у Никиты там что-то вкусное еще не тронутое. А тут что? Сыр или лепешки что-то, блин. Тоже, наверное, курица. В общем, перебрали мы. Это на потом оставим через пару часиков. Короче, надо... Все, на все это у нас ушло 800 рублей. 800 рублей. А можно было за 500 рублей нам троим наесться, потому что очень 600. Нет, 500. По 250, если вот этот набор, если взять.
А мы взяли наш набор, два набора по 250 рублей. И у Никиты за 299. И еще чай. Вообще 200 миллилитров выпил. А мы нам 8. Ну и вообще Ты на 5, а мы нам 8. А. На 7. 0,7. А ви там 0,4, там 0,3. А сейм навіть більше, як всегда. Ти на там 0,5, а ми на 0,7. Ну, вообще. Та ще й дивна карточка з туризму. Да, модна карточка, да, ще курвась, куртка. На будущее уже будем знать, что брать. Ты рад. Соус, Дождался. карточка, карточка там ще є. Богато живешь. Вот так. Сидим в Москве. Короче, ребята, все, мои каникулы закончились. Мы уже на Ярославском вокзале. Находимся за спиной у меня вокзал, куда надо зайти и ждать отправления поезда. 2 дня были в Москве. Эти 2 дня, конечно, как и в тайге, пролетели очень быстро. И в Москве много интересного я увидел. После армии я уже не был в армии, куда ездили, там проездом проезжал и все. Это первая поездка моя, в которой я был с ночевкой, 2 суток. Впечатления остались только положительные. Ну, нормально, мне понравилось. И что мне интересно показалось, это Москва слишком суетливый город, очень большой, много очень машин, там, народу, конечно, если со сравнением с Сыктывкаром, это уже что-то с чем-то. И сейчас я начал понимать, что вот много раз ко мне просятся на отдых с больших городов в тайгу. И сейчас я начал понимать людей, которые просятся в тайгу, хочется отдохнуть от этой суеты и всего этого. Так что, конечно, намного проще, легче, глубинке. Конечно, тоже есть минусы и плюсы, но, как и в многих видео я говорил, здесь, конечно, там асфальт, если сравнить с нашими дорогами, хорошие дороги здесь, футбольные поля детские, что мне очень понравилось. За 2 дней сколько полей мы видели, таких искусственных для детей. У нас в Коми ни одного такого поля нету, чтобы дети играли, занимались футболом или еще чем-то занимались. Так что все идет, все хорошее, видно, идет в Москву. А наши глубинки этого ничего нет. Больше нам добавлять ничего не буду. И я уже сейчас зайду в вокзал и буду ждать отправления поезда. Осталось нам до отправления 2 часа. Вышли раньше, чтобы не опоздать. Сейчас я сходил на пути, там посмотрел, ориентир взял, где поезда приходят, уходят, чтобы не пропустить свой поезд. И все. Очень суетливо тут, ребята. Очень-очень суетливо. Для новичка это как тайга. Большая тайга для москвича. Мне то же самое. Я могу запросто здесь затеряться. Первое время ориентир метро вообще думал, не выйдешь отсюда. Очень много людей там тоже. И по городу ходишь и думаешь, что здесь только народ тратит деньги, все богачи, все красиво живут. А по утрам, как спустишься в метро, уже понимаешь, что есть те трудяги, которые едут на работу с утра. И, так что я не знаю, в чем думать. Двойная жизнь. И подземная, и наверху. Везде живут. Очень много людей. Очень-очень. Много болельщиков видели. Встречали тоже на Крым сходили. Тоже мечта была тоже побывать на Красной площади.
Все это я увидел. А больше мне пока ничего не надо. Я по-быстрому поеду обратно домой. В общем, до свидания, Москва, и встречайся в Булкар. Скоро буду дома, и будем дальше снимать видео и выкладывать. Жизнь в глубинке после Москвы, это уже наша жизнь, это вообще не сравнить. Большой город и наше село глубинка. В общем, всем пока.